18.07 месяц, 22 год. Нету воды. Уже третий день я сижу лично без воды. Градусы на термометре высокие, эмоции отрицательные. Жители Альтиева, улиц Московская, Наурбиева, Нижегородская, Псковская, Садовая и Евлоева устали от перебоев с водой. В такую погоду ее отсутствие особо ощутимо. Я не скажу, что вообще воды не бывает. Можешь пойти примерно день идти, потом прекращается на 2-3 дня. Калмыцкая не идет, Карельского, Магаданская, вот здесь вода тут ни у кого не идет. Сегодня вообще нет. Сотрудники водоканала объясняют, чтобы решить проблемы всех жителей, нужно время. Необходимо полностью обновить систему водохранилища. Только сегодня 11-я площадка водохранилища получила 2 новых насоса, которые частично решат проблему. Эта вода на накопительные резервуары пойдет. Больше добавится, около 100 кубов добавится. И эту воду мы сможем подать дополнительно к этим резервуарам. Можем подать на старый город Назрань, Заводской, Микрогекала, Зязика, вот эти улицы, коммунальные вот эти улицы мы можем добавить это. И чуть там на новостройке Альтиева. Увеличение больше воды будет в резервуарах для подачи населения. Если брать вопрос с водой по близлежащим сельским поселениям Альтиева, Гамурзиева, Плиева и Барсуки, то здесь проблему уже не решить заменой труб или насоса. Старые скважины 60-х годов были не рассчитаны на такое количество потребителей. За последние 60 лет поселения сильно разрослись, а старые насосы почти вышли из строя. Здесь необходимо глобальное решение вопроса. В водоканале нам объяснили, что работы по строительству нового водозабора активно ведутся еще с февраля текущего года. В чем мы убедились и сами. Несмотря на палящее солнце, бригада рабочих активно трудится на своем участке. На месте старого альтийского водозабора строят сразу 10 насосных станций. Работы на объекте ведет подрядчик КММ Моторс, который заключили контракт с властями Ингушетии. Сметная стоимость проекта – 426 миллионов рублей. 10 скважин. Там ставится 10 насосов по 100 кубов воды. Это получается у нас 1000 кубов в час будет водозабор. И это существенно поможет, конечно. Это в сутки 2400 кубов. И сильно он снимет напряженку, нехватку именно воды. Вот на данный момент процентов 60 закончены работы уже. Но мы планируем до конца августа месяца данную эту часть, первую часть, этап у нас заканчивается. И до 2023 году окончательно это все будет вопрос решен. Уже будет подача воды, будет это на Альтиево, Плиево, Барсуки, разводка будет воды. Первый этап у нас 22 год, мы в конце августа мы этот этап закрываем. Там сейчас в правительстве там еще решается вопрос, чтобы лимит 23 года перекинуть на 22 год, и чтобы мы могли быстрее этот объект закончить и, соответственно, не тянуть до 23 года, быстрее могли людям воду подать. Все усилия правительства наши, все это усилия заточено на то, чтобы быстрее закончить этот объект и снять напряженку именно с нехваткой воды. Проблема с нехваткой воды уже несколько лет стоит очень остро в регионе. С первого дня в статусе главы региона Махмуд Али Калиматов взял этот вопрос на личный контроль. Теперь, когда вопрос решается действительно глобально, остается просто набраться терпения. Подрядчики уверяют, самый крайний срок завершения работ – это конец 2023 года. По завершению этого проекта тему с водой в Назрановском районе наконец можно будет закрыть раз и навсегда. Зарима Евлоева, Магомед Даскиев, Новости 24.